Politicians are advancing a global plan, the plan of the Antichrist. This is the doctrine of Lucifer, which Freemasons, Knights Templar, and members of the Illuminati global network of secret societies follow. Their goal is the total spiritual and ecological destruction of the world. They use advanced technology to spy on and kill whoever gets in their way. The Illuminati is a global network of witch covens, black magicians, and Freemasons. They use a secret code of numbers and words to communicate the plan to one another. They hold rituals right in the heart of the British Parliament and Washington, D.C. The Illuminati have designed the United States as the headquarters for their barbarous plan to bring about the apocalyptic prophecies of the Antichrist. This film is the true story of the Luciferian elite, the true history of the ancient Illuminati, who have created a global fascist dictatorship. This is the true plan of those who serve the Antichrist. Once you have learnt the techniques used by the Illuminati-controlled media and understood the significance of their rituals, you will have the power to stop the Antichrist conspiracy. Итак, христианство и тайные общества. Давайте посмотрим следующую схему. Древние вавилонские религии стали основой для возникновения каббализма. Через него возникли иессеи, гностицизм. Основателем гностицизма является Симон Волф. Это взято из источника «История магии», автором которой является Елифас Леви. Это довольно известный масонский источник. Таким образом, гностицизм, основателем которого являлся Симон Волф. Гностицизм, который был основан на так называемых тайных знаниях, позже, через некоторое время, он станет орденом тамплиеров. Рыцари-тамплиеры представляли собой группу рыцарей, которые были назначены Римо-католической церковью при храме, для того, чтобы защищать храм. Они имели очень близкую связь с исламскими обществами: исламиты, карматиты, фамилиты, драсы и ассасины. Это очень интересные общества. Мы также об этих обществах будем говорить, когда мы поговорим о связи католичества с исламом. Мы поговорим об их учении также. Так, например, тамплиеры также имели две доктрины. Одну для внешних и одну для внутренних посвященных. Это две противоположные доктрины. Тайные общества ислама делали то же самое, но это другая лекция. Тамплиеры имели также тайные внутренние знания, которое позже было передано Розекруцианам и иезуитам. Иезуиты, опять-таки, сформировали и организовали свободное масонство. Свободное масонство было создано как протестантская рука католической церкви, в то время как протестанты не догадывались и не знали, что они выполняют то, чего от них ожидает Римо-католическая церковь. И Римо-католическая церковь могла спокойно наблюдать, как свободное масонство выполняет их роль. И протестанты выполняют волю католической церкви. Очень тонкая и очень действенная система.
Иезуиты, они стали наследниками оккультизма, и они руководят миром через их агентство, через масонов. Они стоят сзади, они создают организации, и каждый думает, что они не действуют. Since the time of the Reformation, the Vatican didn't want the Protestant world to be left out of control. They said, okay, we might leave them independence, but in the meantime we have the Jesuits controlling them in any way possible, also through these links, like the secret societies. Церемония посвящения и высшей клятвы иезуитов. Вы были научены сеять семена зависти, насилия, ненависти между обществами и странами, возбуждать революции, войны в странах, которые были независимыми и успешными, занимать стороны воюющих стран и действовать тайно или сотрудничая с вашим братом-иезуитом, который может быть связан с другой стороной, но открыто выступающий против тех, с которыми связаны вы, только чтобы церковь, в конце концов, выиграла. А здесь вы видите знаменитую клятву иезуита. Эту клятву должен был произнести каждый, кто становился членом ордена. Давайте посмотрим на некоторые моменты из текста клятвы. «Я, затем мое имя, в присутствии всемогущего Бога и в присутствии всех этих святых обещаю, что Его святость, Папа, это сам Иисус Христос, который является единой главой католической или всемирной церкви». И здесь говорится, что Его силу Он получил от Иисуса Христа. Он имеет власть истреблять еретических правителей, князей, которые являются внезаконными, без благословения и освящения папской власти. Поэтому, если иезуит докладывает папе, что власть ему не подчиняется, что с этой властью делают? Ее истребляют. Дальше кандидат в иезуиты обещает, что я буду полностью помогать и поддерживать систему и его святость. Я буду делать все, что я смогу для того, чтобы уничтожать еретика-протестанта или либеральную доктрину. Либеральные доктрины — это доктрина, когда вы сами решаете, вы принимаете решение, как верить, и не желаете, чтобы за вас это делал Папа Римский. В таком случае вас будут истреблять. Это клятва, священная клятва. Независимо, куда вы меня пошлете, он дальше говорит, я буду подчиняться. Я обещаю, что у меня не будет никогда своего мнения, и я буду беспрекословно подчиняться приказам, буду воевать, открыто или тайно, против еретиков, протестантов, либералов, для того, чтобы истреблять, уничтожать их с лица земли, невзирая на пол или возраст. Я буду вешать, уничтожать, кипятить, расчленять, разрывать внутренности, разбивать головы, черепы, независимо детей, жен или взрослых людей. Это прекрасное христианское обетование, не так ли? Into the ministry, which in my case was through the Roman Catholic Church. That's what I was raised in, and I knew very little about the Bible, and I wanted to be a priest. This was the time of the Vatican Council, Second Vatican Council, when a lot of ferment was taking place in the Catholic Church. A lot of my professors were telling me that the Bible wasn't really true, and they played on a doctrine that's part of Catholic theology. When you go up on the altar and you confect the sacrament of the Eucharist, as it's called, which means you turn the bread and wine literally into the body and blood of Jesus, you are acting literally as another Christ. And they told me, these particular professors, if I wanted to do that, if I wanted to be another Christ, I had to do the same things that Jesus did to attain that exalted state. See, they did not believe that Jesus was God Almighty. They believed he was a kind of ascended master, and that he had learned how to do all of these things
by going and studying under gurus in the Far East and studying under the Magi of Egypt. And some of you may have heard about this, either from bookstores or TV shows, the lost years of Jesus. Now here I was 18, 19 years old. I was being told this stuff by people who had PhDs, THDs, DDs, you know, all that stuff behind their name, you know, Roman collars on. What was I supposed to think? So I believed them. I began studying the occult because I thought this was a way that I would become more Christ-like. See the sinister logic behind this? Amen? And before I could get onto the priesthood of Satanism, excuse me, I had to get 7 people to sell our souls to the devil. The other thing I had to do, and this might astonish some of you, is I had to become a Catholic priest. I had to go back to my original vocation, because you cannot be a satanic priest unless, first of all, you're a Catholic priest. And if that surprises you, I just suggest that you go and you read some of the medieval literature. You'll see that that is in fact the case. My intention is to reveal tonight, whenever you're going to see this video, a few things that might shock you. Like, for example, the revelation that in the Vatican himself we have over 40 cardinals that are Muslim and that are practicing the Jehoshaphat, which is a specific holy book that the Muslims use for specific purposes, and called the Jehoshaphat Al-Kabiri. And this book has been left to the descendants of Muhammad for a specific purpose, also leading to the end of times. What is the purpose? To be able to control that evil, those evil forces that, for example, the majority, unfortunately, in the Vatican practices with the black masses, with the evocation of certain entities, with the use of these demons. Now, people may say, how is possible the Pope is evoking demons? Well, if you just do a little bit of brief history lessons and you go and study the history of the Vatican, you will find that from Papa Onofre to many other popes in the Vatican, they have been practicing magicians themselves, using evocations, publishing also material on these evocations, through who? The Jesuit order is in charge of the esoteric side of the Vatican. This has happened because the esoteric order is very important for the Vatican, as it includes all this secret information regarding the evocations and how they should be done. It's so important that people have to realize that the Vatican is hiding something, but what is actually the Vatican hiding? The Vatican is hiding books and important rituals of evocation. White magic and black magic is a Catholic term. When they were burning people at the stake for being witches, they wanted to protect themselves that practiced it. So they invented the term white witchcraft or white magic and black magic. Witches, in their books, will tell you that it doesn't exist. I'm against the Catholic Church for one reason, okay? It's because when I was in, well, it's 2 reasons. When I was in the Catholic Church, the occult world received a sanction from Pope Paul that white witchcraft was permissible for Catholics to practice. And second, I can watch a Catholic Mass. I can go in and write our Masses down, our rites in witchcraft, and let you read them as they go through them in the Catholic Church. From the shadows, they have engineered every major war, revolution, and recession. They control everything you read, everything you hear, and everything you see. They have managed to indoctrinate an entire populace to their way of thinking, and have infiltrated key positions in places of authority. And it is from the shadows that they have created a new political order, a new economic order, and more sinister, a new religious order.